Сегодня в Ингушетию прибыл министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. В аэропорту Магаз высокого гостя встречал лично глава региона. Но он же провел экскурсию по мемориалу памяти и славы. Ну а затем началась официальная часть визита, в том числе открытие Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ингушетии. Визит руководителя МЧС России в Ингушетию начался с главного исторического комплекса республики, где у Вечного огня состоялось возложение цветов. Гостям представили каждый уголок мемориала с его удивительными памятниками, которые сами по себе являются летописью важнейших событий из жизни ингушского народа. Экскурсию для гостей провел лично глава региона. Николай II присылает телеграмму, которая был здесь на Кавказе на месте, передать ингушскому народу братские историю. Пожарно-спасательная часть номер 1 встретила высокого гостя в полной готовности и скорее как старшего товарища, нежели руководителя столичного министерства. Владимир Пучков, в свою очередь, не упустил случай вручить подарки лучшим работникам части и лично пожать руку каждому из тех, кто, рискуя своей жизнью, спасает других. Спасибо за работу, Яна. Поздравляю. Поинтересовался министр и тем, в каких условиях работает пожарно-спасательная группа. Вместе с руководителем региона он осмотрел все служебные помещения и оценил технику. Руководитель части доложил министру, что проблем с оснащением и размещением личного состава нет. А вот 47 человек личного состава зачастую бывают на расхват. Словом, людей не хватает. Владимир Пучков принял информацию к сведению и пообещал посодействовать в решении кадрового вопроса. И увеличение штатной численности, это до оснащения пожарно-техническим вооружением. Это и строительство пожарных депо, реконструкции, много вопросов, но по мере возможности он нам пообещал, что будут вопросы рассматриваться, решаться. Целый подвижный пункт управления расположился во дворе противопожарной части. Здесь и медпункт, и столовая, зал совещаний и многое другое. Каждую отдельную станцию министр вместе с главой региона осматривает досконально. Здесь же министру показывают беспилотный квадрокоптер. Маленький вертолет с камерой, который позволяет проводить видеотрансляцию с мест чрезвычайных происшествий в режиме онлайн и с высоты до 300 метров. Подожмите, докладываю. А в зале совещания министр устроил незапланированную проверку связи, настроив телемост с ЦУКСом в Крыму. Как у нас оперативная обстановка? Товарищ министр Российской Федерации, докладывает старший оперативный дежурный национальной инструкции МЧС России полковник Солдатов. Ну а главное событие, приуроченное к этому визиту, состоялось уже в Магасе, где прошло открытие Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ингушетии. Выступая перед личным составом Центра, пожарными, спасателями и ветеранами министерства, Владимир Пучков подчеркнул, что пожарно-спасательная служба в республике развивается быстрыми темпами и все больше внимания уделяется именно предупреждению чрезвычайных ситуаций. Открытие собственного Центра управления в кризисных ситуациях станет локомотивом внедрения новых, современных, а главное быстрых подходов в деле спасения людских жизней и оказания помощи тем, кто попал в беду. Сегодня Республика Ингушетия развивается, строятся дороги, создается инфраструктура, жилье и многое другое, в том числе целая сфера спорта, отдыха, образования, культуры, традиций. И, конечно, решение вопросов защиты жизни людей, безопасности жизнедеятельности населения при внедрении новых зданий, сооружений является очень важным и актуальным, и Центр управления станет локомотивом внедрения новых современных подходов здесь, в республике. Мы завершаем 2015 год, и в целом показатели нашей профессиональной работы в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья людей на воде являются позитивными. Реализуется государственная программа защиты населения и территории, обеспечения пожарной безопасности на период до 2020 года. По решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы завершаем подготовку целого пакета документов по развитию системы безопасности жизнедеятельности населения в Российской Федерации на период до 2030 года. Ежегодно
проводим колоссальную работу для совершенствования инфраструктуры. И ту часть, которую вы сегодня, товарищ министр, увидели, это малая толика того, что сегодня происходит здесь. Бесспорно, это невозможно сделать без помощи вас, лично без помощи вашей команды. И ни разу в федеральном министерстве мы не слышали отказов, а наоборот, всегда приветственно, тепло, поучительно и под контролем оказывается помощь. Поэтому мы каждый объект, сдаваемый здесь в республике, издаем качественно, хорошо, используя для дела. На каждом объекте, помимо функциональных обязанностей выполнения сопутствующих вещей, которые там находятся, созданы условия и для отдыха, и для занятий спортом, и для жизни персонала. Поэтому, наверное, сегодня, не побоюсь этого слова, система МЧС в республике, так же как и в субъектах Российской Федерации, она самая совершенная. Владимир Пучков и Инузбек Евкуров осмотрели здание центра, в котором сосредоточены все необходимые системы для предупреждения и ликвидации ЧС настолько быстро, насколько это возможно. Главным достоянием центра является зал ОДС, где во всю стену расположены 8 мониторов для связи с национальными центрами МЧС Москвы и Северо-Кавказского региона. В настоящее время вам демонстрирую, вводится органы управления Республики Ингушетия, ЕДДС Республики Ингушетия, единая дежурно-диспетчерская служба и гарнизон пожарной охраны. И каждый ЕДДС и гарнизон пожарной охраны заслушивается с мест возникновения чрезвычайной ситуации и происшествий. В настоящее время мы с вами видим паспорт территории конкретно по рискам. Это риск возникновения нарушения газоснабжения, риск возникновения нарушений на объектах автомобильного транспорта и так далее. Для начальника управления центра визит министра оказался не только приятной встречей, но и неожиданным повышением в звании. Приказом на сегодняшнего дня вам присвоено досрочное звание полковника. Поздравляю. А уже в актовом зале министр провел беседу с личным составом пожарно-спасательной части республики. Владимир Пучков выслушал пожелания некоторых работников и ответил на все их интересующие вопросы. Также Республиканскому управлению МЧС вручили сертификаты на 8 единиц спецтехники, которые уже поступили в Ингушетию и распределены по разным пожарно-спасательным частям. В целом министр дал высокую оценку работе службы МЧС Ингушетии. Главное управление всех подразделений на территории республики оценивается очень высоко. Традиционно наши подразделения занимают лидирующие места и на Северном Кавказе, и на территории Российской Федерации. Они энергично работают, выполняя свои профессиональные обязанности по предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров, ликвидации их последствий. Но, пожалуй, самым приятным моментом для собравшихся сотрудников МЧС стало награждение лучших работников. Пожалуй, самые громкие овации получил сегодня самый маленький герой-спасатель республики Магомед Албагачиев, спасший своих сестер при пожаре, который получил из рук министра медаль за отвагу на пожаре. Спасибо тебе. Ну и мы тебя ждем в нашей дружной команде МЧС России. Хорошо? Хади Добриева, Магомед Урысханов, Юнус Сучев, Юсуп Ханиев. Новости 24.